сегодняшнем видео мы расскажем о политике Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие планы у Эмомали Рахмона на страну. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Ключевой вопрос для Таджикистана сегодня: покинет ли президент Эмомали Рахмон свой пост в 2020 году? И в случае ухода, кого он выберет в качестве преемника? Эмомали Рахмон, стоящий у руля с 1992 года, в соответствии с внесенными в 2016 году поправками в Конституцию, имеет право выдвигать свою кандидатуру бесчисленное количество раз. В основной закон также внесли поправки по сокращению возрастного ценза кандидатов с 35 до 30 лет, чтобы на пост президента мог претендовать сын Рахмона, которому в 2020 году во время президентских выборов исполняется 33 года, может выдвигать свою кандидатуру. В настоящее время он занимает пост мэра Душанбе. По сути, Рахмон не хочет покидать свой пост и делает все, чтобы его сила осталась у власти и развивать страну по своему плану. Эмомали Рахмон выступил с несколькими предложениями: объявить ускоренную индустриализацию, запретить проверки на производстве в ближайшие 2 года, начать 300 дней реформ бизнеса и сферы инвестиций. Также в Таджикистане хотят запретить задерживать или арестовать официально зарегистрированных кандидатов в президенты. Поправки еще должна одобрить Верхняя палата парламента Таджикистана и президент. Рахмон отметил, что лишь развитие экономики и оснащенное необходимым оборудованием и современными технологиями производства является одним из факторов укрепления стабильности и устойчивости общества, непоколебимости национального единства. В своем выступлении парламенту президент указал на дальнейшее повышение самого главного для заработной платы для бюджетников, в первую очередь сферы образования и медицины, повышение стипендий. С такой целью мы уделяем особое внимание устойчивому развитию национальной экономики, строительству дорог, малых и крупных производственных предприятий. На сегодняшний день достигли заметных успехов. Вы бы хотели, чтобы Эмомали Рахмон остался еще на 1 срок? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Эмомали Рахмон отметил, что за 1 год невозможно добиться полного развития таких важных отраслей, как туризм, народные ремесла и развитие сельской местности. И поэтому необходимо продолжить их развитие на благо страны в последующие годы. В этой связи глава государства предложил 2019-2021 годы объявить годами развития села, туризма и народных ремесел. Эмомали Рахмон отдельно остановился на теме безопасности. Нужно объединять усилия всех стран и укреплять мир в соседнем Афганистане. Президент поручил подчиненным усовершенствовать законы о противодействии экстремизму и борьбе с коррупцией. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.